В рамках открытия встречи почетный гость научно-практической конференции, судья Верховного суда Республики Казахстан Адил Куркбаев, зачитал приветствие председателя Верховного суда Кайрата Мами, выступил с докладом по повестке дня. Как отметил председатель Верховного суда Кайрат Мами, мы должны изучить историю казахского суда биев. На нынешней конференции, кроме великих казахских биев Айтеке, Толе и Хазбека, также говорилось об уроженцах Куштасского края, сыгравших огромную роль в развитии государства, Ханайби. Для нас это очень важно. В ходе встречи наряду с судьями свои исследования о местных биях представили историки, ученые и юристы. Программа Елбасы предусматривает возрождение имен, оставшихся в истории, но уже начинающихся забываться, чтобы подрастающее поколение знало их, говорят участники конференции. Сейчас в обществе ведутся разговоры о восстановлении суда биев. Раньше такие темы не поднимались. Практически были позабыты имена известных биев. Сейчас искусство красноречия, знание законов применяется в современном правосудии. Очень нужное мероприятие, я считаю. Председатель областного суда Дожжан Амиров в своем докладе остановился о схожести суда биев и нынешней медиации, отметив, что стремление к примирению было основой казахской юрисдикции. Применяемый с 2011 года закон о медиации позволяет рассматривать сегодня до 8% дел от общего числа судебных решений. Когда в свое время географы, историки Европы, России посещали казахскую землю, они были поражены нашим институтом биев, потому что они могли вынести справедливое решение по самым запутанным вопросам и добиться его исполнения. Как говорят наши ученые, один би олицетворял в себе и акима, и прокурора, и полицейского. У казахского народа судебная система существует издревле. Его основа – мировые соглашения. К ним приходили благодаря высокому профессионализму биев, их ораторскому мастерству. Нынешний судейский корпус вполне могут применять их умения на практике. В ходе конференции прозвучало немало интересных докладов и мнений по институту биев, как яркого исторического и культурного наследия казахского народа. По ее итогам принята соответствующая резолюция. Садяль Мусаев, Агирим Бекмагамбетова, Павел Соловьев, Кокшях Парад.